Вот здесь вот машины ходили, вот там машины ходили. Детям играть было негде. А сейчас это образцовый двор Альметьевска. Проезды, тротуары, антипарковочные столбики, детская площадка. Архитекторы согласовывали с жителями каждую деталь. 2 года назад дом на Советской вошел в пилотную республиканскую программу по благоустройству дворовых территорий. Раз 10 меняли проект. То есть, учитывая жителей желания, кто-то хочет это, нас же много. И в итоге вот это родилось. Больше зелени стало, цветов много посадили красивых. Ребятишкам сейчас есть где играть. То есть площадки не пустуют. Дома 91-го года прошлого века. И полноценного двора никогда не было. Здесь парковались и проезжали машины. На проект республика выделила 11 миллионов рублей. Упор был сделан и на безопасность. Подъездные пути огородили кирпичной стеной, что спасает малышей от сквозняков. Еще один пример благоустроенного двора – вот этот на улице Лукина, 4 в Казани. Еще 2 года назад на этом месте стояла всего лишь пара ржавых качель. А вот там находилась старая хоккейная коробка с мусорными контейнерами. Двор стал местом притяжения всей соседской детворы. Его поделили на несколько зон. Для подростков – воркаут-площадка и турники. Для малышей – безопасные качели, горки и песочницы. И взрослым есть где отдохнуть – беседки, скамейки и тренажеры. Нам очень нравится. Очень такая многофункциональная площадка и для взрослых, и для маленьких детей. И все с учетом мнения жителей, которые вместе с архитекторами протоптали каждую тропинку. Обсуждали, картинки были, значит, проекты были. Там решали, что, как, что надо, что не надо. То есть, в общем-то, на этом этапе жители, не все, конечно, но многие принимали участие и бурно обсуждали это дело. Процесс обсуждения двора привел к тому, что люди, во-первых, познакомились, у них появился общий чат. Главное было сформировать ощущение соседства, именно дружеского отношения друг к другу. Не типовой проект, а индивидуально для жителей этих домов. Благоустроили дворы в Нижнекамске по улице Юности. Появилась не только площадка для разных возрастов. Креативно подошли к сбору мусора, а дома заиграли яркими красками. На фасаде детские рисунки, полностью поменяли и асфальт. Нам очень нравится этот двор. Спасибо, кто его построил. Удобства огромные, они безопасные. Самое главное для детей. У нас получилось создать комплекс здесь программ. Текущий ремонт, капитальный ремонт, ремонт дорог и, соответственно, вот эта президентская программа. Таким образом мы смогли максимально создать комфортную среду для жителей. Этот наработанный опыт используют и при реализации новой республиканской программы «Наш двор». Об этом сегодня говорил Рустам Минниханов на встрече с редакторами республиканских СМИ. С 2020 года в течение 3 лет наведут порядок во всех городах и районах. Это более 9 тысяч дворов. На эти цели предусмотрели порядка 50 миллиардов рублей. Мы проводим инвентаризацию до 15 августа. Мы будем иметь паспорт каждого двора республики. Мы сейчас уже, Единая Россия занимается, муниципалитеты, идет обсуждение с гражданами, в какой форме и что бы они хотели видеть. И в ближайшее время мы должны принять 3-летнюю программу, мы хотим за 3 года эту задачу решить. Это очень большая программа, очень дорогостоящая, но я считаю, что сегодня мы эту задачу можем решить для республики. Это подъемно, но и это будет заметно каждому гражданину, жителю нашей республики. Дополнительно к тому, что делается на первом этапе, будет проведено массовое анкетирование, чтобы каждый смог высказаться. Его организуют на избирательных участках 8 сентября, параллельно с выборами депутатов Госсовета. Анна Городнова, Александр Лобанов, Филюза Хамидуллина, Алсу Арсланова, ТНВ, Казань, Нижнекамск, Альметьевск.